Каким бы наблюдательным вы ни были, всегда найдутся сомневающиеся. В последнее время вокруг вас царит ажиотаж. Люди повсюду обсуждают тонкости вашей жизни. Ваши достижения настолько велики, что вызывают бесконечные разговоры. Вы стали маяком успеха, бросая вызов трудностям. Когда другие слышат вашу историю, они часто находят ее слишком необычной, чтобы в нее поверить. Вы тот, на кого многие равняются, живой пример стойкости и победы. Пытливые умы ищут подтверждения ваших выдающихся достижений от других, пытаясь понять их масштабы. Но позвольте мне, как вашему небесному наставнику, открыть истину. Вы были избраны нашим Божественным Отцом с такой же тщательностью и целеустремленностью, как Ной во время потопа. Как Ной был избран, так и вы были избраны для безмерной цели. Точно так же, как Ноя хвалили за его праведность и непоколебимую веру, вас также будут отличать за ваши исключительные добродетели и стремление к росту. Думайте о себе не как о случайных личностях, а как о существах, избранных божественным провидением, каждое из которых наделено уникальными талантами, сильными сторонами и потенциалом. Среди хаоса современной жизни вы выделяетесь, отличаясь своей стойкостью, честностью и непоколебимой приверженностью тому, что правильно. Подумайте о проблемах, с которыми вы столкнулись, об испытаниях, которые вы прошли, и о штормах, которые грозят вас сокрушить. Тем не менее, как и Ной, вы преодолели эти бури с неукротимой верой и мужеством, руководствуясь внутренним компасом, который направляет вас к просветлению. Каждое препятствие на вашем пути служило испытанием, формирующим ваш характер и очищающим ваш дух. Приготовьтесь к началу новой эры, полной обещаний и возможностей, подобной Ною, вышедшему из потопа в изменившийся мир. Точно так же, как он принял обновленный мир, так и вы выйдете из своих испытаний обновленными и воодушевленными, готовыми принять обильные благословения, которые вас ждут. Примите отличительный знак, который отличает вас, поскольку он означает не только вашу стойкость, но и вашу способность преодолевать невзгоды и преуспевать среди жизненных проблем. Вы носите этот знак не как боевые шрамы, а как свидетельство силы вашего духа и стойкости вашей души. В самой сути вашего существа находится врата к беспрецедентному величию, маяк, который проведет вас через перипетии и повороты жизни. Представьте себе этот сияющий маяк как неотъемлемую часть вашей сущности, запутанно вплетенную в ткань вашей души. Этот портал всегда будет рядом с вами, являясь постоянным источником божественного света и вдохновения. Он призывает вас принять свое истинное «Я» и раскрыть безграничные резервуары силы и потенциала внутри. С каждым мгновением он шепчет слова ободрения, призывая вас смело раскрыть свой потенциал. Примите присутствие этих священных врат, поскольку они содержат ключ к будущему, полному обещаний и целей. Преодолевая сложности жизни, помните, что эти врата славы – ваш верный спутник, ведущий вас в реальность, где ваши мечты становятся реальностью, а ваш дух парит свободно. Доверьтесь его руководству, позвольте его сияющей энергии осветить ваш путь к величию. Я хочу подчеркнуть глубокую истину о том, что в глубинах вашего существа обитает сущность Христа, динамическая сила, наделенная силой принести спасение, исцеление и освобождение. Подумайте о жертвенной любви, проявленной на кресте, где Христос добровольно отдал свою жизнь, чтобы дать вам доступ к обильным благословениям Голгофы.
Это решение родилось из безграничной любви и сострадания к каждому из вас. Каждая капля крови, пролитая в этот верный день, является свидетельством огромной приверженности Христа вашему вечному благополучию и спасению. Путешествуя по жизни, никогда не забывайте о глубоком значении этого божественного дара, данного вам. Примите его полностью, позволив его преобразующей силе пропитать каждый аспект вашего существования. Пусть этот подарок станет для тебя маяком надежды в самые мрачные времена, источником силы в минуты слабости и постоянным напоминанием о моей бесконечной любви к тебе. В этой священной истине лежит ключ к раскрытию полноты вашего потенциала и цели. Пусть вы шагаете уверенно в своей личности, как любимое дитя Христа, зная, что врата славы сопровождают вас, куда бы вы ни пошли, освещая ваш путь и осыпая вашу жизнь божественной благодатью и благосклонностью. Теперь твой Небесный Отец хочет рассказать больше о твоем путешествии, мой дорогой друг. Размышляя о своем путешествии, осознайте тот необыкновенный путь, который вы прошли. Вы столкнулись с различными испытаниями, встречая их с непоколебимой решимостью и неукротимым духом. Каждый ваш шаг наблюдался и отмечался. Сейчас, на пороге нового начала, важно осознать глубину своего мужества и стойкости. Несмотря на обрушившиеся на вас бури, вы остались стойкими в своей вере, непоколебимыми в своей вере в это. Яркие дни ждут. Рассматривайте невзгоды, с которыми вы столкнулись, как возможности для роста и трансформации. Подобно сильному ветру, сотрясающему пшеницу, жизненные трудности, возможно, пытались сорвать ваш путь, но вы стояли твердо, ваш дух был неукротим. В те моменты тьмы вы посеяли семена надежды, и теперь, когда расцветает новый день, эти семена начинают прорастать, обещая обильный урожай благословений и возможностей. Крайне важно признать, что испытания, с которыми вы столкнулись, никогда не были отражением ваших недостатков. Вы не были их причиной и не были ответственны за их возникновение. Вместо этого они служат свидетельством вашей силы и стойкости, а также вашей непоколебимой веры в силу надежды и веры. Преодолевая неопределенность, которая вас ждет впереди, помните, что я ваш опекун, направляющий вас с любовью и состраданием. Доверьтесь мне, и я отведу вас к зеленым пастбищам и спокойным водам, где ваша душа сможет найти покой и обновление. Примите эту истину с твердой верой, ибо вас ждут чудеса и чудеса. Ваше стремление к позитивным переменам, процветанию и истине не останется без ответа. Я обладаю силой изменить вашу жизнь, и вместе мы отправимся к величию. Откройте свое сердце, чтобы получить благословение, которые я даю вам. Помните, закрытые двери – это всего лишь возможность открыться новым, лучшим. Поверь мне, и ты выиграешь в каждой битве. Ваша победа несомненна, и ваше будущее сияет ярким светом, потому что ваша вера во всемогущего Бога остается твердой. Если отчаяние попытается крепко овладеть вашим сердцем, держите двери закрытыми, потому что сдаваться было бы серьезной ошибкой. Те, кто верят в Его силу и ждут Его благословений, не могут поддаться унынию. Когда желание упорствовать ускользает из ваших рук, положитесь на свою веру. Вы служите могущественному и суверенному Богу, чья божественная любовь зажигает в вас горячее желание продолжать двигаться вперед. Держись обещаний, которые я тебе даю, держись слов, которые я говорю.
Хотя ваши враги пытаются принизить вас и объявить недостойными, они не обращают на это внимания. Я желаю тебе процветания, и независимо от твоих обстоятельств, ты скоро вкусишь, прикоснешься и получишь мои благословения. Ваша текущая ситуация временна, и ваша жизнь улучшится. Бремя, которое тяжело давит на ваш разум, со временем найдет решение. Если вы до сих пор внимательно слушали, знайте, что это не случайно. Смело заявляйте о своей вере и преданности, как я заявляю о своей глубокой любви к вам. Пойми, у меня на тебя прекрасные планы. С каждым шагом, который вы делаете вперед, вы начинаете путь к миру и счастью. Дело не в том, как быстро вы достигнете пункта назначения, а в вашей огромной настойчивости, в спокойствии вашей непоколебимой веры. Поэтому сосредоточьте на мне свой взгляд, смотрите вперед, не отвлекаясь. В своем путешествии вы, несомненно, достигнете пункта назначения. Вечность остается в пределах вашей досягаемости, несмотря на моменты, когда ваш разум и тело могут обмануть вас, предполагая, что время тянется бесконечно и сдерживает усталость. Вы стали сильнее. Больше не мимолетные эмоции диктуют вашу жизнь. Вы понимаете мое желание благословить вашу семью, проложить им путь к тому, чтобы без страха противостоять трудностям. Утешайтесь уверенностью в том, что ваши противники будут побеждены и препятствия будут преодолены. Я не претендую на тяжелое существование, но гарантирую, что вера и силы никогда не покинут тебя. Наберитесь мужества, зная, что победа гарантирована. Примите мои священные обещания, принесите исцеление своему телу, и ясность в свой разум и смелость в свое сердце. Я намерен разорвать цепи разочарования и сомнений, которые тяжело давят на ваши плечи, и рассеять тени депрессии. Сегодня вас ждет глубокое чудо, если вы проявите послушание и примете мою любовь. Однако не те, кто наслаждается коррупцией и ложью. Пока многие гоняются за материальными благами и пустыми похвалами, полагая, что мое присутствие в спектакле, вы открыли мне свое сердце, пригласив чудеса в свою жизнь. Приготовь душу свою в смирение, отвергни жертвы обмана, и я буду направлять тебя, дам мир и мудрость терпеть. Не позволяйте жалобам и сомнениям разрушить вашу веру и счастье. Скажите сейчас с предельной искренностью: «Боже мой, я верю в Тебя и с нетерпением жду своих благословений». Уверяю вас, что то, о чем вы просили, осуществится. Ваша непоколебимая вера в меня и молитвы будут вознаграждены. Во имя Иисуса я объявляю вам время изобилия, когда благословения текут, как дождь, а небеса широко открыты с обещаниями. Обилие благословений наполнит каждый аспект вашей жизни и дома, принеся изобилие, мир и радость вам и вашей семье. Такое богатство достижимо для тех, кто твердо верит в меня, хранит мое слово в своих сердцах и терпеливо ждет их благословения, не колеблясь. Я только прошу вас оставаться решительными и терпеливыми, понимая, что точно так же, как жизнь занимает 9 месяцев, чтобы зародиться, а семенам нужно время и трансформация, чтобы расцвести, так и ваши благословения также требуют согласованности и усилий для вашего окончательного блага. Страх не меняется, потому что он служит вашему росту и процветанию. Желаю, чтобы вас окружали поддерживающие люди и ресурсы, которые помогают в вашем развитии. Если ты пойдешь рядом со мной, никакая сила не сможет одолеть тебя,
обвинить или осудить тебя, ибо я буду твоим стойким защитником. Дитя мое, если бы ты только мог своими духовными очами наблюдать за небесным воинством рядом с тобой и различить мой божественный свет, который освещает твой путь, в то время как твои противники колеблются. Скоро я открою тебе во сне прекрасное видение и подарю тебе вкус рая на земле. Ваша искренняя вера полностью отдалась мне, наполняет меня глубокой признательностью и любовью к вам. Каждый день может принести свои испытания, но моя любовь к тебе остается постоянной, сосредоточенной и непоколебимой. Прежде чем вы приступите к своим повседневным делам, я очень хочу услышать слова из ваших уст: «Иисус, я люблю тебя». Знай, что ты не ищешь от меня ничего, чего не могла бы дать моя любовь. Я обязуюсь восстановить то, что принадлежит вам по праву, включая ваши достоинства и законное место, и если вы отдадите мне свое сердце и примете исцеление и прощение, предлагаемые моей жизнью. Вас ждет лучшая жизнь, обещания, которые я дал, уже записаны в твоем сердце и ждут своего исполнения. Поэтому, если вы решите поверить в меня, делайте это всеми фибрами своего существа. В отличие от тех, кто просто говорит о моей любви, не принимая ее по-настоящему, многие приукрашиваются суждениями других, поддаваясь наказаниям и презрению, налагаемым на них теми, кто пытается превратить их в эгоистичные идеологии, замаскированные под любовь. Эти люди, прикрытые ложной праведностью, навязывают лицемерные правила, которые сами не соблюдают. Несмотря на ваши усилия, вас постоянно изображают преступником, виновным в глазах заблудших душ. Однако вам суждена полная свобода. Сегодня вечером, когда вы отдохнете, мой Святой Дух проговорит к вам, успокоит вашу душу и исцелит ваш дух. Я разорву цепи, связывающие тебя, и когда наступит рассвет, ты пробудишься к вечной свободе. Ваше счастье больше не будет зависеть от мнения других. Вы примите себя настоящего, любимого и мудрого, наделенного силой, упорством и непоколебимой верой. Найди во мне утешение в самые мрачные часы, когда другие нападают на тебя и поднимают тени, ибо ты мой, предназначенный для величия. Не отдавайтесь жизни, полной страданий под крышей неуважения и нелюбви. Мы с вами здесь, чтобы помочь, простить и восстановить вас, предлагая будущее, наполненное миром, радостью и семейной гармонией. Со своей точки зрения я вижу чудо, которое вас ждет, чудесное свидетельство вашей выносливости. Ваша семья осознает глубину моей любви, когда они станут свидетелями силы ваших ответных молитв. Они будут искать у вас прощения за свои сомнения и покаяться в своем неверии. Вы были выбраны для особой цели – быть маяком благословения для своей семьи и нации, а не для погони за богатством или популярностью. Вам суждено попасть в высшие сферы. Следи за моим троном, потому что ты принадлежишь ему. С вашей непоколебимой верой вы встанете и засвидетельствуете исполнение моих обещаний. Чудеса пройдут, найди удовлетворение в моей любви, моем постоянном присутствии и мире, который я тебе даю. Ваше чудо в безопасности в моих руках. Отец говорит сегодня: «Я так горжусь тобой». Я хвалю тебя за твою готовность копаться в более глубоких вещах моего духа. Ты заглянул за пределы того, что мог предложить мир, и решил освободить свои руки от тщетных дел, заставив меня наполнить твое сердце моими всеобъемлющими благословениями и силой.
Действительно, поскольку ты дал мне все, я вливаюсь в твою жизнь без меры. Ваши мысли совпадают с излиянием небес и формируются через ваши провозглашаемые слова. Когда вы решаете, что сдвиг и изменения придут в соответствие, сотрудничество и соответствие тому, что я хочу делать и что я делаю. Независимо от противоположных мнений, вспомни день, когда ты родился свыше, и пригласи меня в свое сердце из чертогов нереализованной судьбы на небесах. Вам были даны мантия и слово руководства, неизбежно и неумолимо ведущее вас к вашему благословенному месту служения, помазания, славы и силы в моем царстве. Я наблюдал, как ты растешь на протяжении многих лет, и безмерно горжусь тем духовным воином, которым ты стал. Вы добры, сострадательны и проницательны, вы проявляете голод и готовность ко всему, во что я хочу вас направить, вступив в посвящение небес. Я перенес тебя с окраин и притоков моего королевства в центр реки моего духа. Здесь вы примете участие и войдете в полноту исцеления, цели и миссии, которые я запланировал для вас еще до сотворения мира. Прислушайтесь к шепоту моего духа, внутри вас есть народы, вам суждены великие свершения в жизни с потенциалом изменить мир, и я знаю, что вы это сделаете по милости моего внутреннего духа. Вступайте в свой день, зная, что, будучи привилегированным ребенком любящего Отца, вы можете рассчитывать на то, что все ресурсы престола будут доступны вам при каждой возможности вашей веры. Вы увидите суть моего совершенства, проявленную в чудесах, знамениях, чудесах и прорывах, превосходящих ваше воображение. Вы не незначительны, говорит Отец, хотя иногда вы можете чувствовать себя маленьким и незначительным, правда, ты нет. Я создал вас единым человеком, обладающим голосом, чтобы нести в вас мою власть и величие. Когда враг пытается украсть ваш голос, я здесь, чтобы защитить и сохранить вашу возможность говорить и быть услышанным. В ближайшие дни я сделаю твой голос еще громче, говорит Отец. Я сделаю так, чтобы ваш голос был услышан и прославлен. Я дарю тебе этот дар, потому что ты умеешь говорить правду. Я открываю для вас много возможностей, потому что вы умеете говорить о любви и ободрении там, где другие могут говорить о смерти и осуждении. Я сделал тебя голосом ободрения, провозглашает Отец. Я хочу, чтобы вы ободряли, приносили радость и еще больше радости многим через слово, исходящее из ваших уст. Будьте послом радости, говорите о жизни сломленным и угнетенным. Если вы последуете за мной, жизнь изменится благодаря вам. Не недооценивайте свое влияние, ибо я сделал вас важными в моем царстве. Если вы послушно будете следовать моим указаниям, вас ждут награды. Подобно тому, как драгоценности формируются под воздействием тепла и давления, так и у вас есть венец победы и даже пурпурная одежда, новая одежда, которую вы можете носить. Ходите в царстве и власти, ибо я дал вам это, потому что знаю, что вы будете подчиняться и произносить мое имя. Возможно, вы сказали: «Боже, я не против быть за кулисами, но из-за твоего смиренного сердца я поставлю тебя на передний план, чтобы люди могли стать свидетелями любви, которую ты несешь внутри себя». Ты будешь распространителем любви, и моя любовь наполнит тебя, и зальется из тебя и коснется всех, кто вокруг тебя, даже тех, кого трудно любить. Так что идите вперед и излучайте мою любовь и радуйтесь, ибо это выбранный вами путь в этом сезоне. Сегодня,
Дитя мое, моя глубина взывает к твоей глубине. Вы желали более глубоких отношений со мной, которые доступны, если вы проводите со мной спокойное время. Скажите себе: пусть мои глаза откроются и мои уши будут настроены услышать то, что мой голос говорит в глубине моего сердца и разума. Ваше внутреннее существо – это то место, где меня можно найти и узнать. Сделайте выбор провести время наедине со мной, наслаждаясь необходимой тишиной. Мой голос различим в тишине между твоими мыслями. Иногда вы будете жаждать одиночества, как человек жаждет необходимой пищи. В том месте я приблизлюсь к тебе, и произойдет общение, которое приведет к преображению. Вы также вступаете в период ходатайства, молясь за других и позволяя скрытому человеку. Сердце, которое я сформировал в вас, проявится, когда вы будете молиться от своего имени согласно моему слову. Я проявлю в тебе этого скрытого человека, приведя тебя к большей зрелости и ясному переходу на новый уровень зрелости в моем царстве. Поэтому найдите время и усилия, чтобы вернуться в тихое место, открыть свое сердце и принять решение внимательно слушать. Там вы встретите мой голос и мой дух, когда почувствуете, как начинает дуть мой ветер перемен, открывая вам совершенно новую арену опыта в моем царстве. Найдите укромное место, где вас никто не побеспокоит. Это может быть ваша спальня, парк или даже кафе. Каждый день выделяйте время, чтобы насладиться моим присутствием, даже если это всего 15 минут. Сделайте мое присутствие своим приоритетом. Откройте свое сердце и разум искателям моего духа. Прочтите конкретные стихи, которые я положил вам на сердце прямо сейчас, медленно и вдумчиво. Обратите внимание на любые стихи, которые вам особенно интересны. Начните вести дневник о том, что вы читаете, и о том, как это применимо к вашей жизни. Представьте себе солнце, сияющее над большим открытым полем. Как солнце всегда находится на небе, каждый день даря свет и тепло, так и Бог всегда с нами. Даже когда облака закрывают солнце, мы знаем, что оно все еще здесь. Точно так же, даже когда нам тяжело и мы не можем его увидеть, Бог с нами. Он всегда здесь, как солнце светит над головой. Давайте сегодня исследуем огромное присутствие Бога в нашей жизни, поймем Его руководство, черпаем от Него силу и научимся жить в свете Его непоколебимой любви и поддержки. Я также помолюсь с вами мощной молитвой во могущественное имя Иисуса, так что смотрите до конца и откройте свои сердца, чтобы получить благословение этой молитвы, друзья мои. В Исаии 41:10 нас успокаивают: «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, да, я помогу тебе, я поддержу тебя моим праведным судом». Рука. Эти слова являются мощным напоминанием о постоянном присутствии и защите Бога. Подобно тому, как солнечные лучи достигают земли, Божья рука всегда протянута к нам, предлагая силу, руководство и постоянное присутствие в каждый момент нашей жизни. С этой божественной уверенностью давайте исследуем глубины вездесущей поддержки Бога, исследуем, как Его неизменная любовь и сила являются нашими постоянными спутниками на этом жизненном пути. Давайте теперь попытаемся понять динамику присутствия Бога. Присутствие Бога в нашей жизни – это вездесущая, поддерживающая жизнь сила, подобная воздуху, которым мы дышим, невидимая для наших глаз,
но абсолютно необходимое для нашего существования. Священное Писание в Деяниях 17 часов 28 минут подчеркивает эту истину, ибо им мы живем и движемся и существуем. Это глубокое заявление напоминает нам, что наше существование, каждое движение и сущность нашего существа глубоко переплетены с присутствием Бога. Это присутствие, которое не колеблется и не уменьшается, а оно постоянно, непоколебимо и всегда доступно. Возможно, мы не всегда воспринимаем его посредством наших физических чувств, но он также реален и жизненно важен, как воздух, от которого мы зависим каждую секунду дня. Это божественное присутствие выходит за рамки простого существования. Это источник нашей силы, нашей радости и нашего мира. В каждом испытании, с которым мы сталкиваемся, Бог всегда рядом, поддерживая нас своей праведной десницей. В минуты радости Его присутствие усиливает наше счастье, напоминая нам о Его вечной любви и заботе. Во времена печали или неопределенности Его присутствие дает утешение и уверенность, напоминание о том, что мы никогда не одиноки и никогда не забываем. Божье присутствие – это не просто фон нашей жизни, Он активен и динамичен, формирует наши путешествия и направляет наши пути. Оно в тихом шепоте наших сердец, внезапных озарениях во время молитвы, неожиданных благословениях, которые скрашивают наши дни, и силе, которую мы находим в минуты слабости. И на каждом нашем шаге Бог идет рядом с нами. Его присутствие является постоянным напоминанием о Его бесконечной любви и верности. По мере того, как мы возрастаем в нашей вере и углубляем наши отношения с Богом, наше осознание Его присутствия углубляется. Мы начинаем узнавать Его руку в сложном. Этот мир приходит не от отсутствия проблем, а от осознания того, что Бог с нами в любых обстоятельствах. Его сила становится нашим щитом, Его мудрость – нашим проводником, а Его любовь – нашей поддерживающей силой. Более того, присутствие Бога в трудные времена формирует наш характер и очищает нашу веру. Подобно тому, как золото очищается огнем, наша вера укрепляется и очищается в результате испытаний, с которыми мы сталкиваемся. Признание Божьего водительства в нашей жизни часто проявляется тихо и скромно, но его влияние глубоко и неоспоримо. Подобно легкому ветерку, который мы чувствуем тонко, но верно, это руководство может прийти во многих формах, через слова Священного Писания, руководство Святого Духа, совет близкого друга или даже через безмолвное волнение наших сердец. Притчи 3:6 учат нас: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». В этом месте Писания говорится о партнерстве с Богом, когда наше признание Его суверенитета открывает двери для Его руководства. Признание руководства Бога в нашей жизни требует настроенного чувства духовного осознания, подобно изучению нового языка, языка божественного общения. Часто Божье руководство проявляется не в драматических или захватывающих событиях, а в тихих, казалось бы, обычных моментах нашей повседневной жизни. Его можно найти в последовательных темах, которые сопровождают наши ежедневные молитвы, в тихой убежденности, ощущаемой во время молитвы, или в неожиданных словах мудрости от кого-то, кого мы встречаем. Эти случаи, хотя и незначительны, несут в себе глубокую силу Божьего руководства. Притча 3:6 – это не только ободрение, но и указание активно вовлекать Бога во все аспекты нашей жизни. Тем самым мы открываемся.
Признание Божьего руководства предполагает элемент терпения и ожидания, в отличие от прямого общения, к которому мы привыкли в наш цифровой век. Изучение Божьей воли и направления часто требует от нас остановиться и подождать. Именно в эти периоды ожидания наша вера одновременно проверяется и укрепляется. В эти времена важно оставаться стойкими в молитве и твердо стоять на Слове Божьем. Пока мы ждем, наши духовные уши становятся более чувствительными к Его голосу, и наша способность различать Его руководство улучшается. Поиск Божьей воли требует участия и открытости Его времени и методом. Божье руководство часто совпадает с дарами и талантами, которые Он нам дал. Эти способности, хотя они могут показаться нам естественными или врожденными, являются божественными благословениями, призванными вести нас к Божьей цели для нашей жизни. Когда мы используем эти дары в служении другим и для прославления Бога, Его руководство часто становится яснее. Пересечение наших увлечений, талантов и возможностей служить может быть мощным индикатором того, куда Бог ведет нас. Это гармоничное сочетание наших глубочайших радостей и потребностей, которые мы видим в окружающем нас мире. Признание Божьего руководства – это многогранный процесс, который включает в себя сохранение духовной настроенности, терпеливое ожидание Божьего времени, использование данных нам Богом талантов и объединение с другими верующими на жизненном пути. Эти аспекты работают вместе, чтобы помочь нам различить и следовать путем, который Бог проложил для нас. Давайте посмотрим на некоторые библейские примеры руководства Бога. История Иосифа в Бытии является убедительным свидетельством сложного и целенаправленного руководства Бога. Жизнь Иосифа, отмеченную предательством, несправедливостью и лишениями, легко можно было рассматривать как путь, полный несчастий. И все же, несмотря на все это, Иосиф оставался стойким в своей вере, и направляющая рука Бога была ясна. От продажи своих братьев в рабство до незаконного тюремного заключения в Египте Иосиф выстоял, и Бог использовал этот опыт, чтобы подготовить его к более великой судьбе. Еще одним ярким примером является история Моисея, призванного Богом из горящего куста, чтобы вывести израильтян из египетского рабства. Это путешествие было полно препятствий и испытаний, но на каждом шагу Моисей следовал Божьему водительству. Через него Бог творил чудеса. Эти истории побуждают нас доверять Божьему руководству, зная, что Он с нами на каждом этапе пути, превращая наши испытания в свидетельства, а наши трудности в каналы Его благословений и славы. Получение силы от Бога – фундаментальный аспект нашего духовного пути, особенно в моменты, когда нашей собственной силы кажется недостаточно. В Филиппийцам 4 часа 13 минут это прекрасно отражено. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это библейское обещание говорит о глубоком источнике силы, который исходит непосредственно из наших отношений с Богом. Эта божественная сила позволяет нам противостоять множеству жизненных испытаний смело и непоколебимо с верой. Сила, которую мы черпаем от Бога, предназначена не только для нашей личной выгоды, это также позволяет нам быть источником поддержки и ободрения для других. Когда мы опираемся на Божью силу, мы становимся каналами Его силы, предлагая надежду и устойчивость тем, кто нас окружает. Наша способность проявлять сострадание, предлагать помощь и говорить слова ободрения усиливается благодаря получаемой нами силе.
Черпать силу у Бога означает признать свои собственные ограничения и довериться Его бесконечной силе. Речь идет о признании того, что, хотя у нас могут быть трудности и невзгоды, мы никогда не одиноки в этих проблемах. Сила, которую мы черпаем от Бога, это источник стойкости, который течет внутри нас, позволяя нам преодолеть любые препятствия. Это свидетельство непоколебимой поддержки и неприходящей силы, к которой мы имеем доступ через нашу веру. Продолжая идти по жизненному пути, давайте делать это с уверенностью в том, что необходимая нам сила всегда доступна нам и щедро дарована любящим и могущественным Богом. Бог всегда с нами, ведет нас в самые темные ночи, дает силы перед лицом невзгод и является нашим постоянным спутником на каждом этапе жизненного пути. Даже в моменты, когда мы чувствуем себя одинокими или неуверенными, давайте помнить, что присутствие Бога так же несомненно, как земля под нашими ногами и небо над нашими головами. Его руководство – это карта, которая помогает нам преодолевать жизненные трудности, а Его сила – это якорь, который удерживает нас в бурных морях. Обладая этими знаниями и верой, давайте двигаться вперед и встречать каждый день с уверенностью и надеждой, зная, что Бог всегда с нами. Теперь всем, кто находится в пределах слышимости моего голоса, обратимся к Господу в молитве. Небесный Отец, всемогущий и вечный Бог, я прихожу к Тебе с сердцем, полным хвалы и благодарения. Спасибо за то, что Ты мой проводник, моя сила и мой защитник. Благодарю Тебя за Твои обещания укрепить меня, помочь мне и поддержать меня Твоей праведной десницей. Отец, прошу у Тебя прощения за мои грехи, очисти меня своей благодатью и направь меня на путь праведности. Господь, пока я иду по жизни, всегда дай мне почувствовать, что Твое направляющее присутствие ведет меня по правильному пути. Во имя могущественного Иисуса я провозглашаю победу над каждым испытанием, с которым я сталкиваюсь. Я запрещаю любую форму нападения врага и связываю каждый дух страха, сомнения, беспокойства и замешательства. Я прошу Вашего исцеляющего прикосновения к моей жизни и жизни моих близких, исцеления наших тел, разума и духа. Господи, молюсь о Твоей защите над нами, защити нас от бед и защити нас от сетей врага. Я молюсь о благословениях в нашей жизни, наших домах, делах наших рук и наших отношениях. Дай нам хлеб насущный и поддержи нас каждый день Твоей благодатью и изобилием. Пусть Ваша благосклонность и милость сопровождают нас во всем, что мы делаем. Когда я произношу эту молитву вместе со всеми, кто меня слушает, Господь, я благодарен за каждое сердце, которое смиряется перед Тобой прямо сейчас. Мы собираемся вместе, молясь друг за друга, и просим Вашего руководства, силы и любви проявиться в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями. Помоги нам помнить, что Ты всегда с нами, наполни нас Своим Святым Духом и позволь Твоему свету сиять через нас. Мы провозглашаем победу от Вашего имени, говоря о жизни и здоровье каждой части нашего существа, веря в Вашу чудесную силу обновления и исцеления. Пусть каждый сломленный дух будет исцелен, каждый физический недуг будет исцелен, и каждый обеспокоенный дух обретет покой в Твоих любящих объятиях. Мы даем. Спасибо за Вашу защиту и руководство. Покрой нас Своей благодатью и любовью. Пусть Твой божественный мир поселится глубоко внутри нас,
успокоит наши страхи и станет устойчивым якорем посреди жизненных штормов. Пусть Твоя воля свершится в нашей жизни и в жизни наших близких, как и на небесах. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Благодарю Тебя, Господь, за то, что услышал и ответил на мою молитву во могущественное имя Иисуса. Аминь. Представьте себе, что вы идете сквозь густой туман, где ваше зрение ограничено, и каждый шаг – это акт веры. Это очень похоже на наше хождение с Богом, путешествие через неизведанное, которое опирается только на Его руководство, а не на наше ограниченное восприятие. Сегодня я поделюсь с вами глубокими мыслями о том, как ходить верой, а не видением или эмоциями. Я также помолюсь с вами мощной молитвой во могущественное имя Иисуса, так что смотрите до конца и откройте свои сердца, чтобы получить благословение этой молитвы, друзья мои. В этом мире мы часто испытываем искушение полагаться на то, что можем видеть и чувствовать. Однако давайте примем мудрость послания к Евреям 11:1, которая гласит: «Вера есть суть ожидаемого и уверенность в невидимом». Эта глубокая истина удерживает нас посреди постоянно меняющихся потоков жизни. Оно призывает нас довериться Божьему плану, даже если он расширяет наше понимание или видимый горизонт. Давайте ходить с верой, несмотря на зыбучие пески наших обстоятельств и чувств. В ходе совместного путешествия мы изучим 7 ключевых идей, которые помогут нам идти по этому пути веры. Эти идеи углубят наше доверие к Господу и помогут нам согласовать наши шаги с Его божественной волей. Номер 1. Живите верой, а не эмоциями. Жизнь часто дарит нам американские горки эмоций, но наши эмоции могут вводить в заблуждение, уводя нас по пути, который отклоняется от Божьего плана. История Илии в 19 главе 1 книги Царств дает мощный урок по этому поводу. После важной победы на горе Кармил Илия впал в отчаяние и страх из-за угроз Иезавели. Несмотря на то, что он только что стал свидетелем могучей силы Бога, в тот момент его эмоции взяли верх над его верой. Это напоминает нам, что даже самые сильные из нас могут потерпеть неудачу, если мы слишком сильно полагаемся на свои эмоциональные реакции. В моменты эмоционального смятения давайте держаться истины, содержащейся в Псалме 56:3, которая гласит: «Когда я боюсь, я уповаю на Тебя». В этом стихе говорится не только о наших страхах, но и о наших более широких эмоциональных реакциях. Оно учит нас, что наша вера не должна поддаваться постоянно меняющимся волнам наших эмоций. Вместо этого мы призваны положиться на непоколебимую любовь Бога, а не на временный шепот наших чувств. Чтобы действовать верой, а не эмоциями, нам необходимо развивать глубокое чувство проницательности и доверия Святому Духу. Это означает, что в моменты страха, беспокойства или даже непреодолимой радости мы останавливаем эти чувства и подчиняемся Слову Божьему. Речь идет о понимании того, что эмоции являются частью нашего человеческого опыта, но они не должны быть компасом, который направляет наши решения или нашу веру в Божьи обещания. Поэтому, преодолевая жизненные трудности, давайте искать мудрости и руководства Святого Духа. Давайте научимся распознавать, когда наши эмоции обманывают нас, и стоять в вере. Слушайте руководство Святого Духа и обращайтесь к молитве и Писанию за истиной в моменты, когда наши эмоции угрожают подавить нашу веру.
Будем помнить Илию и научимся возвышаться над своими непосредственными чувствами, доверять вечному замыслу Божьему и неизменной любви. Друзья мои, давайте стремиться ходить верой, опираясь на истину слова Божьего, а не поддаваясь изменчивой и часто обманчивой природе наших эмоций. Поступая так, мы обретаем стабильность и ясность, основанные на любви и мудрости нашего Небесного Отца. Номер 2. Доверяйте Божьему времени, а не нашему собственному. Понятие времени часто удивляет нас. Мы живем в мире, который вращается вокруг графиков, сроков и мгновенного удовлетворения. В этой быстро меняющейся жизни добродетель терпения иногда может показаться забытой реликвией. Однако в сфере веры время приобретает иное измерение. Когда мы думаем об истории Ноя, мы видим человека, который действовал не в обычное время, а в Божье время, строя ковчег без облака на небе. Вера Ноя не была основана на том, что он мог видеть или понимать, а оно было закреплено в обетованиях Божьих. В этом контексте глубоко звучит Исайя 55:8: «Ибо мысли мои не ваши мысли, и пути ваши не пути мои, говорит Господь». Этот стих говорит не только о высшем мышлении Бога, но и о его идеальном выборе времени. Стойкое послушание иной задаче, которая на первый взгляд казалась нелогичной, преподает нам бесценный урок об истинной природе непоколебимой веры. Наше путешествие часто омрачается нашим нетерпением и недостатком веры в Божье время. Мы хотим, чтобы все произошло сейчас, забывая, что Божий график всегда идеален, даже если по нашим стандартам он кажется отсроченным. Довериться Божьему выбору времени означает принять период ожидания. Это предполагает понимание того, что наши непосредственные желания могут не совпадать с окончательным замыслом Бога для нас. Это ожидание не является пассивным, это активное, верное ожидание. Речь идет о подготовке наших сердец, воспитании нашей веры и сохранении приверженности Божьему курсу, даже когда горизонт кажется далеким. Верность Ноя в период ожидания, построившего ковчег среди сомнений, является свидетельством силы веры в Божье время. Подобно Ною, давайте укрепим нашу веру в обетованиях Бога, полагая, что Его время всегда идеально, даже если оно отличается от нашего. Давайте воспримем сезон ожидания как время подготовки, роста и углубления веры. Завершая наши размышления о доверии к Божьему выбору времени, давайте вспомним слова Экклезиаста 3:1: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Божье время является суверенным и совершенным, и если мы доверяем Ему, мы можем быть уверены, что Он осуществит свои цели в нашей жизни в назначенное время. Давайте не будем полагаться на свое собственное понимание, а доверимся мудрости и обеспечению нашего Небесного Отца. Номер 3. Доверяйте Божьей силе в нашей слабости. На нашем пути веры мы неизбежно сталкиваемся с моментами слабости и уязвимости. Именно в эти времена нам напоминают о наших человеческих ограничениях и нашей потребности в божественной силе. Апостол Павел испытал это на собственном опыте и прекрасно сформулировал это во 2 Коринфянам 12:9-10, где он пишет: «Но он сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Поэтому я буду еще больше плакать о своих немощах, чтобы сила Христова почила на мне. Ради Христа я довольствуюсь немощами, обидами, трудностями, гонениями и бедствиями. Потому что, когда я слаб, тогда я силен».
Слова Павла напоминают нам, что в нашей немощи совершается сила Божия. Именно в эти моменты уязвимости мы испытываем преобразующую силу Божьей благодати. Вместо того, чтобы пытаться скрыть свои слабости или полагаться только на свои способности, давайте воспримем их как возможность проявления силы Божьей в нашей жизни. Доверие Божьей силе в наших слабостях требует смирения и подчинения. Это означает, что мы осознаем свои ограничения и полностью вверяем себя заботе Бога. Речь идет о смещении нашего внимания с нашей собственной несостоятельности на достаточность Бога. Когда мы это делаем, мы открываемся сверхъестественному источнику силы, превосходящему наши человеческие способности. Когда мы сталкиваемся с трудностями, которые кажутся непреодолимыми, давайте помнить, что мы не одиноки. Бог с нами, позволяя нам преодолевать любые препятствия. Его благодати достаточно для нас, и Его сила совершается в нашей немощи. Когда мы опираемся на Него и доверяем Его силе, мы обнаруживаем, что наша слабость становится каналом, по которому Его сила течет через нас. Во времена испытаний и невзгод будем повторять слова псалмопевца в Псалме 28:7: «Господь, моя сила и мой щит, на Него уповает сердце мое, и я получаю помощь, радуется сердце мое, и песней моей я спасибо Ему. Давайте найдем мужество и надежду в уверенности в присутствии и силе Бога. Давайте успокоимся на обещание, что какими бы слабыми мы себя ни чувствовали, силы Божьей более чем достаточно, чтобы выдержать нас. Номер 4. Подчинение контроля суверенитету Бога. Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся на пути веры, это искушение сохранить контроль над своей жизнью. Мы живем в мире, где ценятся независимость, самостоятельность и автономия. Однако реальность такова, что мы не контролируем обстоятельства, и наши попытки сохранить контроль часто приводят к разочарованию и тревоге. Отдача контроля владычеству Бога – это акт доверия и послушания. Это значит отказаться от желания манипулировать результатами и вместо этого полностью доверить свою жизнь заботе Бога. Речь идет о признании того, что планы Бога намного превосходят наши собственные, и о подчинении Его божественной воле, даже если она противоречит нашим собственным желаниям. История Иосифа в Ветхом Завете представляет собой яркую иллюстрацию отказа от контроля владычеству Бога. Несмотря на множество проблем и неудач, Иосиф остался верен Божьему плану для своей жизни. В Бытии 50:20 Иосиф заявляет своим братьям: «Что касается вас, то вы замышляли зло против меня, но Бог задумал это во благо, чтобы многие люди остались в живых, как они есть сегодня». Путь Иосифа от продажи в рабство до правителя Египта является свидетельством Божьего суверенитета и верности. Его история напоминает нам, что даже в разгар невзгод Бог содействует всему нашему благу. Когда мы передаем контроль владычеству Бога, мы можем быть уверены в том, что Он организует каждую деталь нашей жизни согласно своему совершенному плану. Отдача контроля владычеству Бога требует смирения и доверия. Речь идет о том, чтобы отказаться от нашей потребности понимать и вместо этого принять Божью мудрость и обеспечение. Когда мы отказываемся от контроля и подчиняемся воле Бога, мы испытываем чувство свободы и мира, превосходящее человеческое понимание. Нам больше не нужно нести бремя попыток контролировать каждый аспект нашей жизни, потому что мы верим, что Бог все контролирует. Как сказано в Притчах 3:
5-6. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познай Его, и Он сделает стези твои прямыми. Давайте отдадим контроль всевластию Бога, веря, что Его планы для нас добры, приятны и совершенны. Подчиняясь Его воле, мы можем найти истинное исполнение и цель в Его божественном плане для нашей жизни. Номер 5. Примите Божью верность во времена неопределенности. Неопределенность – обычное явление на пути веры. Мы сталкиваемся с периодами сомнений, замешательства и двусмысленности, когда нам трудно распознать волю Божью для нашей жизни. Однако именно в эти моменты неопределенности нам предлагается принять Божью верность. Библия полна обещаний о верности Бога своему народу. В плаче Иеремии 3, 22-23 мы читаем: «Постоянная любовь Господа никогда не перестает, милости Его никогда не иссякают, они обновляются каждое утро, велика верность ваша». Эти слова напоминают нам, что даже когда наши обстоятельства неопределенны, Бог остается верным и стойким в своей любви к нам. Чтобы принять Божью верность во времена неопределенности, нам необходимо переключить внимание с обстоятельств на характер Бога. Речь идет о вере в Его доброту, Его мудрость и Его верность, даже когда мы не видим результата. Когда мы закрепляемся в истине Божьего слова, мы обретаем надежду и уверенность в том, что Он все делает для нашего блага. История Авраама и Сары в Ветхом Завете представляет собой яркий пример принятия Божьей верности во времена неопределенности. Несмотря на преклонный возраст и столкнувшиеся с, казалось бы, невозможными обстоятельствами, Авраам и Сара поверили в Божье обещание дать им сына. В послании к Римлянам 4, 20-21 мы читаем: «Никакое неверие не заставило его поколебаться в отношении обетования Божьего, но он укреплялся в своей вере, воздавая славу Богу, полностью убежденный, что Бог способен сделать то, что Он обещал». Непоколебимая вера Авраама и Сары перед лицом неопределенности в конечном итоге привела к исполнению Божьего обещания, и в старости у них родился Исаак. Их история служит мощным напоминанием о том, что Бог верен в исполнении своих обещаний, даже когда обстоятельства кажутся невозможными. Переживая времена неопределенности в нашей собственной жизни, давайте последуем примеру Авраама и Сары, полагаясь на Божью верность. Давайте укрепимся в обетованиях слова Божьего и воспримем Его неизменную любовь и верность. Пусть мы обретем утешение и мир, зная, что Бог всегда верен своим обещаниям, никогда не оставит и не покинет нас. Номер 6. Будьте настойчивы в молитве и вере. Молитва – важный аспект христианской жизни. Это наша прямая линия общения с Богом, где мы можем изливать свои сердца, выражать свои потребности и искать Его руководство и обеспечение. Однако посреди жизненных трудностей и испытаний можно легко устать в молитве и потерять веру в способность Бога ответить на наши молитвы. Библия призывает нас проявлять настойчивость в молитве и вере, веря, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них согласно своей совершенной воле. В Луки 18:1 Иисус рассказывает своим ученикам притчу о настойчивой вдове, которая постоянно приходила к несправедливому судье в поисках справедливости. Наконец, судья удовлетворяет ее просьбу в связи с ее задержанием. Иисус завершает притчу словами: «И не воздаст ли Бог справедливости избранным Своим, вопиющим к Нему день и ночь?»
Эта притча учит нас тому, как важно быть настойчивыми в молитве и вере, даже когда кажется, что наши молитвы не получают ответа. Бог приглашает нас постоянно искать Его, зная, что Он верен, чтобы услышать наши молитвы и ответить на них в подходящее Ему время. И если мы настойчивы в молитве, наша вера укрепляется, и мы испытываем мир и уверенность, которые приходят от доверия Божьим обещаниям. История Даниила в Ветхом Завете представляет собой яркий пример настойчивости в молитве и вере. В 6 главе Даниила мы читаем о том, как Даниил продолжал верно молиться Богу, даже когда это было незаконно. Несмотря на угрозу смерти во рву со львом, Даниил оставался стойким в своей молитве, веря, что Бог избавит его. Непоколебимая вера и настойчивость Даниила в молитве в конечном итоге привели к его чудесному освобождению из львиного рва. Его история служит мощным напоминанием о том, что Бог верен тем, кто доверяет Ему и искренне ищет Его в молитве. Когда мы сталкиваемся с трудностями и испытаниями в нашей жизни, давайте последуем примеру Даниила, проявляя настойчивость в молитве и вере. Давайте не будем уставать в поисках Божьего присутствия и обеспечения, но продолжим верить в Его неизменную любовь и верность. Пусть нас ободрят обетования слова Божьего и свидетельства тех, кто был до нас, зная, что наши молитвы услышаны, и на них есть ответ верного и любящего Бога. Номер 7. Покоиться в уверенности в Божьих обещаниях. Посреди жизненных неопределенностей и испытаний мы часто испытываем искушение усомниться в Божьих обещаниях и усомниться в Его верности. Однако Библия полна обещаний, которые напоминают нам о неизменной любви Бога, Его верности и Его обеспечении своего народа. В Псалме 23 мы читаем об уверенности в Божьем обеспечении и защите: «Господь, пастырь мой, на путях правды ради имени Его. Хотя я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты со мною, Твой посох и Твой посох, они утешают меня». Встать на путь соответствия Божьему плану может быть непросто, потому что это часто требует от нас шагнуть на неизвестную территорию и принять новый образ мышления и жизни. Поэтому, пытаясь сосредоточиться на Божьем плане, давайте будем открыты преобразующей работе, которую Он хочет совершить в нас. Подобно Павлу, давайте будем готовы претерпеть изменения, которые происходят в результате следования за Христом. Эта трансформация не потеря себя, а открытие нашей истинной личности и цели в Боге. Это путь от того, кем мы являемся, к тому, кем нас задумал Бог. Стойкость в вере, несмотря на трудности, является важнейшим аспектом пути. Путь веры часто отмечен трудностями и испытаниями, проверяющими нашу настойчивость и приверженность Божьему плану. История пророка Осии – яркий пример непоколебимой веры посреди невзгод. Осия был призван жениться на неверующей женщине Гомери как символ любви Бога к неверному Израилю. Этот трудный путь был не отражением личной неудачи, а глубокой иллюстрацией огромной преданности Бога. Жизнь Осии напоминает нам Иакова 1 час 12 минут, где говорится, что блажен человек, терпящий искушение, ибо если он будет одобрен, он получит венец жизни, который Господь обещал любящим его. Этот стих подчеркивает ценность настойчивости на нашем пути веры. Чтобы преодолеть трудности на нашем пути веры, нужно не только заглушить боль, но и сохранить твердость в нашей вере в Божий план, даже когда Он ведет нас трудными и непостижимыми путями.
Настойчивость в вере требует от нас не ограничиваться нынешними трудностями и сосредоточиться на более великой цели, которую Бог приготовил для нас. Непоколебимая преданность Осии Богу, несмотря на боль и унижение, которые он пережил, служит мощным свидетельством силы, исходящей от божественной уверенности. Ходить верой, а не видением – еще один важный аспект. Сущность хождения верой прекрасно отражена в жизни Авраама. Призванный покинуть родину и отправиться в неведомую землю, путь Авраама был отмечен верой в Божьи обетования, даже когда они казались далекими и недостижимыми. Готовность Авраама шагнуть в неизведанное, доверившись Слову Божьему, дает нам яркий пример. Ходить верой означает доверять Божьим обещаниям, даже если они противоречат нашей логике или срокам. Речь идет об отказе от нашей потребности в видимых доказательствах и доверии к достоверности слова Божьего. Путь Авраама, полный взлетов и падений, был свидетельством того, что вера – это не прямой путь, а ряд шагов, предпринятых в доверии и послушании. Поэтому, идя своим путем веры, давайте вдохновляться примером Авраама. Давайте с верой примем неопределенность и вызовы, зная, что наше видение ограничено, но видение Бога бесконечно в каждом шаге, в каждом решении. Давайте путешествовать верой, цепляясь за Божьи обетования, будучи уверенными, что Его план для нас безупречен и что Его время выбрано идеально. Теперь давайте обратимся к Господу в молитве за всех, кто находится в пределах слышимости. Присоединяйтесь ко мне в этой молитве, чтобы получить все предлагаемые ею благословения. Молимся нашему сострадательному и заботливому Богу, всемогущему Создателю, Ты могущественный и Всевышний. Слава Твоя наполняет и небо, и землю. Вы – вечная скала, великое присутствие, тот, кто был, есть и будет. Ваша мудрость безмерна, и ваша сила не имеет себе равных. В Твоем присутствии каждое колено преклонится, и каждый язык признает Твою светлость. Превозношу имя Твое, ибо Ты достоин всякой чести, славы и похвалы. Выражаю благодарность, Отец, за обилие благословений в моей жизни и жизни моих близких. Благодарю Тебя за Твою непоколебимую любовь, безграничное милосердие и бесконечную доброту, которая приветствует меня каждое утро. Твоя верность защищает меня. Спасибо за то, что Ты мой проводник, мое утешение и моя непоколебимая надежда во времена сомнений. Прости меня, Господи, за доверие к своему разумению, за минуты колебания веры и захождения видением. Прошу у Тебя прощения, очисти мое сердце от всей несправедливости. Я также прощаю тех, кто причинил мне боль, отпуская всю горечь и боль, ибо в прощении заключено освобождение и мир. Во имя могучего Иисуса я подтверждаю, что хожу верой, а не видением. Я отвергаю всякий дух неуверенности, страха и замешательства. Я связываю каждую силу, которая противостоит Твоей воле для своей жизни, и я ищу мудрости, ясности и проницательности. Господь, я верю в Твое неизменное обеспечение. Ты моя опора, и я держусь за Твое обещание удовлетворить все мои нужды по Твоему изобилию через Христа Иисуса. Дай мне мой ежедневный пропитание и благо сегодня. Всемогущий Отец, я молюсь, чтобы Твое исцеляющее прикосновение достигло меня и моих близких, принося обновление и целостность везде, где нам нужно Твое божественное вмешательство. Я молюсь против каждого нападения врага, будь то наше здоровье,
разум или дух. Сохрани нас, Господи, от всякого зла и укрой под своими защитными крыльями. Избавь нас от зла и отведи нас от искушения. Господь, я молюсь о Твоих благословениях в моей жизни и жизни моих близких. Произнося эту молитву вместе со всеми, кто согласен, я благодарен за каждое сердце, которое открывается вам в это время. Мы едины в своем желании следовать вашему замыслу и цели нашей жизни. Направляй нас, Господь, когда мы преодолеваем жизненные испытания и принимаем решения. Помогите нам принять вашу волю, победить нашу неуверенность и открыть радость и реализацию вашего божественного плана. Господи, излей на нас свой дух, дай нам смелости и мужество противостоять тому, что ждет впереди. Давайте, подобно Аврааму, верить в Твои обещания, даже когда они кажутся далекими. Помогите нам пережить испытания, зная, что Вы формируете нас для великой судьбы. Пусть наша жизнь станет свидетельством Вашей верности и любви. Во имя Иисуса мы заявляем, что ходим верой, а не видением или эмоциями. Мы заявляем, что все работает на нас, а не против нас. Никакое оружие, созданное против нас, не одержит победу. Да будет воля Твоя в нашей жизни, как и на небесах, ибо Твоя владычество, сила и слава во веки веков. Спасибо, Господь, что услышал нашу молитву. Во имя могущественного Иисуса я молюсь. Аминь. Хотите узнать больше о таких преобразующих идеях? Тогда погрузитесь в наше следующее видео. Это путешествие открытий, которые вы не захотите пропустить. Нажмите на видео и позвольте излиться универсальной мудрости.